Я считаю это своим долгом. Для меня это дело чести сохранить ремесло моей бабули. Семейные традиции фамилии Дзодзиковых бережно хранятся много лет в виде разноцветных сетчатых платков и шарфов. В каждом изделии своя философия и некий сакральный смысл. Автор этих неповторимых вещей Маргарита Дзодзикова занимается возрождением старинного рукоделия. Года 2 назад что-то я подумала, надо все-таки связать и себе, и дочери, и сестрам, и вообще как-то это расширить, чтобы девочки-осетинки умели это делать, чтобы это не пропало. Потому что, как папа говорил, что вот эти сети, они подтверждают то, что наши предки жили на берегу, на севере Черного моря. Раньше материалом служила натуральная шелковая нить, которую добывали в домашних условиях из коконов тутового шелкопряда. У меня бабуля была мастерицей в этом плане. Она держала кокон. И весь цикл этот я знаю. Мы с мамой его тоже проводили. Вот. И когда уже бабочка покидала свой кокон, вот эти коконы собирали и бросали в котел с кипящей водой. Какое-то время кипятили, потом туда вот так вот палочку зацепил и начинаешь прямо оттуда наматывать шелковую нить. Мастерицы тщательно скрывали технику плетения, которую передавали из поколения в поколение. Теперь же появилась необходимость не просто возродить эту традицию, а не утерять все тонкости национального рукоделия. Значит, вот так наматываешь, потом на вот такой ниточке, ну, на простой, на шерстяной, на любой ниточке набираются петли. Они набираются очень просто. Тут вот это шарф, поэтому я его вяжу прямо. Значит, для того, чтобы делать, тут самое главное, чтобы вот эти ячейки, они были все одинакового размера. Для этого рука должна быть, как говорится, набита, поставлена. Но это нужно какое-то время, чтобы человек смог уже как бы автоматически и быстро это делать. Размер этих ячеек зависит от толщины вот этой спицы. Осетинский платок – символ чистоты, скромности и невинности. В старину, перед тем, как выйти на улицу, девушка должна была покрыть голову платком. Сейчас все чаще предпочтение старинному аксессуару отдают невесты. Это подчеркивает самобытность свадебного наряда. Мужчина связал первую косынку. Мужчина-рыбак, который прислал вот ее в дом своей невесты, и ее накрыли этой косынкой. И как главный, самый счастливый улов его жизни привели в его дом в этой косынке. Понимаете? И вот, насколько я знаю, только осетинки плетут сети. Вот, хаж, сыла хаж. На изготовление одного не самого большого платка уходит около месяца упорной работы мастерицы. Запастись нужно не только терпением, но и большим количеством нитей. Здесь понадобится почти 10 тысяч метров. Все зависит от сложности узора. Я, например, никогда не слышала, чтобы кто-нибудь, кроме осетинок, плел вот эти шелковые сети. Я хочу, чтобы мы это сохранили, потому что это вот из таких мелочей складывается культура народа, наследие народа, речь, да, традиции и ремесло. Маргарита Дзодзикова – это настоящая кладезь талантов. Не имея художественного образования, она пишет просто уникальные картины. Это люди, животные, горные пейзажи, абстракции с глубоким смыслом. Ее дом – настоящий музей. Это место, откуда даже самый далекий от искусства человек уйдет духовно обогащенным.